Так, вот сейчас Александр собирается нам изготовить какое-то оригинальное блюдо. А расскажи принцип. Посолили. Не, сначала мы щуку не чистим кожуру, да, я так понял? Не, зачем? Нам нужно только филе. Так, сразу его потрошим, потом нарезаем, получается, да? Кусочками. Кусками. Куски примерно какой длины, ну, величины должны быть? Сантиметров 10? Да, 8-10. 8-10. Кусками по хребту прорежем и закинем. И варишь. Так, варим. Подсолим. До готовности вообще варим, да? Полностью? Да, ну так, чтобы сильно мясо не разваривалось. Ага. Дальше. Потом вынимаем, отделяем от кожуры, от костей. Берем только мясо. Мясо это все на сковородку и жарим на масле, на растительном. И там уже по вкусу приправы, Понятно. соли. Хорошо. Соли не хватит, Оригинальное блюдо. посолить, все это прожарить. А бульон куда девается, получается, уха? Это же... Выливают, можно вылить, можно, кто хочет дальше делать. Процедить все через марлюшку. И дальше варить. Просто там будет же этот, как его, чешуя. А, понял. Ну да. Чешуя же останется. Надо все цедить. Косточки мелкие останутся. А вообще чешуя съедобная тоже. Конечно, ну все так прям. Все самое питательное. Яблоки тоже не чистишь. Надо с кожурой кушать. Да. Вот так же рыбу тоже. Зачем чистить? Надо с кожурой тоже. Ну, кожуру, естественно, варить, но отделять, но варить-то вместе с кожурой. То же самое. Ну хорошо, сейчас посмотрим дальше. Сейчас как кишки жарятся, поджарят. Сейчас мы еще тут освободим. кишки жарим. Внутренности. А что-то он как-то странно жарит. Или воды добавил маленько. Мало воды добавил. Мало воды добавил. Маловато, ага. Еще дольем, наверное? Чтобы она ее покрыла, а потом уже испаряться будет. Ты посолил, да, уже это? Я это не солил еще. До сюда. Туставдан, да? Так, вот мясо у нас отварилось. Выглядит оно вот так. Вот большими кусками. Александр, дальше что делаем? Шкурку снимаем. Ложкой, да, вот можно? Ну, ложкой кто как. Это горячая, поэтому ложкой лучше. Вот так чуть не доварили. Ну ничего. Главное, шкурка отделяется. Некоторые наоборот пишут, что шкурка это самое вкусное, как бы. Да, так-то оно, да, но мы же вместе с этим у нас с чешуей ее шпарим. Вот чешуя отскакивает, нормально. Все хорошо. Все хорошо. Ага. Так. Вот. Это дело отделилось. Это получается мякоть, да, получилось? Это мякоть. Это вот уже без косточки и без ничего в кости. Ну то, что щука большая была, косточки, соответственно, большие. Сильно много, без фанатизма так. Почистим. Ну, одна-две проскочит, ничего страшного. Одно-две проскочит, это не страшно. Потом по мере возможности, она когда уже будем жарить, она все равно вся как развалится полностью. И вот эти косточки все равно некоторые повылазят. Ну их большие же люди. Подавиться, надеюсь, не подавимся. Нет. Ну вот, как-то так. И таким вот макаром Все куски. все куски вылавливаешь, чистишь. А хребет, получается, заранее отрезал, да? Почему нет? Там с хребтом есть, до них дойдем еще. А просто еще повдоль развалил, да, кроме этого? Да, чтобы это удобнее было чистить. Понятно.
Это как? Все, ладно, дальше. Посмотрим дальше процесс, как будет. Да, ну сейчас весь процесс будет чистка, да. Хорошо. Так, ну а мы тем временем приступим к нарезке наших потрошков. Вот. Нарезать буду их помельче, чтобы они проварились. Они и так уже проварились. Вот. Походная кухня вкуснее. Да, тут На природе, на свежем воздухе, на рыбалочке. на костерке. Нормально. Это потроха. Каждый день потроха едим. С ребятами приходится есть. Пища богов. Да, ни в каком ресторане так не поедите, как у нас на природе. Рыбьи потроха. Сейчас же очень модно стало вот это вот, как его, походная кухня. Даже иностранцы вон вовсю снимают. На камнях жарят. Да, И тому подобное. мы тут на костре жарим. Мы на костре. Мы же тоже как бы своего образа иностранцы Да. для кого-то. Их. Так, одно блюдо сготовили. Рыбьи потроха. Сейчас вот дочищиваем щук. Так, Александр дальше что делает? Прям так масло, да, туда прямо? Особо не заморачиваемся с мытьем, тому подобное. Вам тоже советуем не заморачиваться.
слово. Блюдо называется Ну, отец называл борзой. борза. Борза. Хорошо, так и назовем блюдо. Блюдо борза. Я не знаю, как оно по-научному. Да нам по-научному и не надо. Назовем как назвали. Вот это вот дело, потом ложку вот так все раздавливается. Особо ничего не надо. Прям в кашу, да, одну? Не сразу, а так раздавить, чтобы несколько. Ну, у нас много рыбы. Это и получается вот так. Так а мы можем на 2 раза растянуть даже, Ну, по-моему. можно, по идее, на 2 раза растянуть. Можно за 1. Ну, это как походно. И сахалы-махалы это Хатутаева. Когда она в готовом виде. Чтобы наесться. Да, а если это на большие компании можно варить, вообще будет шикарно. Тут особо сильно таких кулинарных способностей не надо. Главное, чтобы это у нас все могло перемешаться в этой посуде. Ну, все это передавили. Потом по мере, когда будем мешать, оно еще мельче станет и превратится все это в однородную массу почти. Каша. А масло сколько наливать? Ну, масло по вкусу. Кто как хочет. Можете побольше налить, когда будет пожирнее. Но я не заморачиваюсь, я так снизу сверху все маслом. Ну, конечно, не литрами. Ну да, Ну так, в пределах разумного. в пределах разумного, да. Будет очень питательно. И Хорошо. вот это дело можем уже солить по вкусу, перчить, кто как, кто на что гора. Ну, уху мы еще солили, я так полагаю. Да, Рыба, может, соленая уже? рыба, да, посоленная, но в мере возможности, как кто какое любит. Но рыба у нас не совсем разваренная, а она чуть-чуть недоваренная. Вот ставим на огонь это все дело. И мешаем, да? И потом спокойненько помешиваем. И право сухая. Это обязательно, да? Не, ну я так, для себя. Кстати, Чтобы она была вкуснее. да. И она будет как. В приправе не забывайте, тоже соль есть. Так что не Да. переборщите с солью. Да, точно, кстати, да. Вот это, вон, смотри, она вот зашкварчала моментально, тут же Но шкварчать начала. это из-за чего? Ну, считаю, рыба уже как с горячей ухи, она уже как прогретая получается. Ее сильно уже нагревать не надо так. Безумскую, ну. А на печке она вообще махом делает. И вот по мере, вот когда мешаешь, попадаются косточки. И выловим. И бутиль. Вот это дело все начинает прожариваться. Жарим до золотистого цвета, да, прям? Ну, так-то не совсем до золотистого, как до разварки, короче. Она так вот такой и не станет, да, белой? Так, она станет золотистой, если там Долго. некоторые бульончика, кубики добавляют, он там по себе Подкрашивает, да? подкрашенный, ну, я так, на глаз. Главное, чтобы ничего там толком не пригорело снизу. И пошел смотреть. По мере размешивания все равно у вас вот это все пропитается. Приправа вся пройдет туда. Все это впитает, вкус будет
Обалденный. Ну вот, а мы тем временем, вот отварившую уху, в которой варились наши щуки, мы зальем в этот термос. Это уже получается двойная уха у нас. Так же? Да. Это у нас уха получилась, остатки от прошлой ухи. Мы прямо в ней варили щуку. Двойная уха. Щучья. Я потом. Ну, это как соскучимся по ухе. В течение дня можно горячую уху. Уха у нас без всяких добавок, там без картошки, без риса, Без лука. без лука, Чисто уха. чисто уха, да. А то, что туда помидор кидают, огурец и все остальное, это не уха. По нашим представлениям. Да, поехать. Дай-ка еще масло. Что-то суховато получается. Ну это дня на 2, наверное, еда у нас. А? На весь день, короче, еда. Ну да, это мы уже вечером спокойно можем приехать, только поужинать спокойно уже. Да, разогреть, просто поесть. всё. Разогреть, да. И вообще нормально. Не надо готовить. Обед к ужину. Завтрак. Это блюдо на чугунке идеально получается. Просто чугун потолще и так, жар равномерно дает. И это тонко у нас посуда получается. Ну, видишь, постоянно надо подмешивать. В центре только дает, да? Темпер, намекает. А там прожаривается вообще шикарно. Кстати, готовим на турбопечке. Вот. Турбопечка тоже есть на портале клевоярыбалка.рф. Я уже пользуюсь давненько. Отзывы только положительные. Можете приобретать. Зимой работает неплохо. И летом. Ну, вчера был. Он кончился, понимаю. Вчера съели весь, а? Да. Правильно, такие жирные эти потрошки были. Ух. Да сегодня не отстают. Я думаю, как бы у меня живот вынес их. Туалетной бумаги полно. Кстати, сейчас поедем, надо взять с собой. Да, Не забыть. говоря. Не забыть. Говорят, щепочкой неплохо. Раньше щепочкой, говорят, подтирались. Но она все равно не идеальна, конечно. Когда кушаете, берется все ложками, а про косточки не забывайте, потому что идеально их не почистишь. А дома такое блюдо готовил, нет? Готовил, дома спокойно, там как Не место, спеша. ага, и не спеша, и посуды побольше, так скажем. Все это идеально можно сделать. В общем, дома можно такое блюдо готовить. Да, На кухне. на кухне готовится спокойно. Миша начинает уже это, когда прожаривается
мясо более-менее разваливаться Ага. на более мелкие куски. Оно у нас же было чуть не доваренное в воде. Ну, Потом уже, видишь, в мере готовки он начинает уже разваливаться полностью. Получится у нас все это. Кашица. Так, можно попробовать сверху. Это получается как на вкус. Ну, вроде рыбных котлет. Натуральных. Соль пошла, понял? можно хоть сейчас взять и слепить из них котлетки. Да? Легко. И пожарить их. Да? Как рыбный фарш, короче. Рыбный фарш. Да, Самый натуральный рыбный фарш. жареный рыбный фарш. Без всяких тебе мясорубок и тому подобное. Но Еще немного еды по-моему. Тряпка тут где-то. С другой стороны. Шкварчит? гори, иди туда, хотя. Сковородку подними-ка, я сейчас туда дров. Или нормально? Видишь, она суховато стала. Я вот поэтому говорю, он любит масло. Мясо впитывает. Это у нас все получилось из 2 щук, да? Да. По килограмму. Грубо. По 3-4 килограмма. Ну, пробуй. Так, делаем небольшую дегустацию. Фарш. Да. Очень вкусно. Фарш. И приправа делает свое дело тоже. Да. Универсалка. Угу. Ну все, отлично. Сейчас она у нас дойдет. И на стол, да? Да. И она, вот смотри, какое количество масла я добавил, да? Ну. Но она все равно не такая же, чтобы аж вся в масле. Она как есть, как и должна быть. Да. Не переборщено. Не побить, да. А то думаешь, ёпта, сколько масла, а там на самом деле, да. Ох. Так, получилось вот такое вот блюдо борза забугудиха. Это собяря называется вообще-то. Вон у нас голову со вчера отваренные. Пучок нарезали. Оладушки. Ну вот и все. Вот такое вот блюдо. Можете готовить у себя дома. Спасибо Александру за этот рецепт. Теперь мы знаем, что есть такое блюдо.
И нам пожелаем приятного аппетита. Ну а вам до следующих встреч.